Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для стрельцов. Будем делать прогноз на колоде Таро и на колоде цыганские карты и основные события недели для стрельцов. Так, рыцарь мечей, отношения, работа, финансы. У стрельцов очень важный период, старший аркан у нас и совет. Так, подскажем себе цыганскими картами. 3 карты на отношения. Три карты на работу. 2 карты на финансы. Итак, у стрельцов на этой неделе основная карта – это рыцарь мечей. Карта говорит о том, что если вы будете действовать целенаправленно, у вас есть план, у вас есть какой-то идеал, куда вы движетесь, то это замечательная идея для вас. Если же цели и плана нет, то вы наделаете кучу ошибок, вы можете испортить отношения с разными людьми и с близкими в том числе. И лучше этого избежать. Вот чтобы этого не было, да, обязательно нужно нацелиться на что-то, и на что-то важное, то, что вас будет стимулировать, заряжать, направлять. И ваша вот эта энергия очень такая быстрая, стремительная, да, чтобы она не разрушала вашу жизнь, ваши отношения. Также карта связана с какими-то многочисленными делами, многочисленными встречами, звонками, оформлением каких-то бумаг, документов. В общем, здесь могут быть и поездки довольно-таки быстрые по времени, то есть мы уезжаем, возвращаемся, тут же уезжаем куда-то, да, то есть короткие поездки и не долгосрочные. Также карта связана с транспортом, да, если вы планировали покупать транспорт и у вас точно есть, вы точно знаете, что вы именно хотите, то замечательное время для того, чтобы это сделать. Причем нужно поторопиться, да, то есть не нужно слишком надолго этот вопрос затягивать. Ну и, конечно же, скорость во время передвижения на автомобиле. Здесь нужно быть очень осторожными, иначе можете себе навредить. То есть это может даже стоить жизни, да, потому что рядом у нас старший аркан, и здесь у нас карта тоже связана с Марсом, да, и эта карта у нас связана тоже с Марсом и с Меркурием. И получается так, что может быть очень много каких-то импульсивных действий, которые могут, как сказать, повредить, да, навредить нашей судьбе, нашему делу и нашим отношениям, всему чему угодно. Кроме того, здесь карта интеллектуальная, вот это рыцарь мечей. Если у вас работа связана с интеллектом, замечательное время, потому что вы очень многого добьетесь. Теперь отношения. Для отношений выпадает старший аркан император. Карта говорит о том, что в отношениях все будет благополучно, будут решаться все вопросы, да, как-то все стабильно, по правилам, безопасно, всего хватает, денежки есть, может быть, какие-то важные вопросы вы решаете, все решается. Если нужно обратиться за помощью к каким-то людям, которые вот могут решить ваш вопрос, тоже все получается. Замечательная карта для того, чтобы вам решать какие-то вопросы. Но смотрите, здесь карта, она все-таки связана с Марсом, да? Если вы решаете какие-то вопросы со взаимоотношениями, то нужно быть очень осторожными, потому что здесь может быть и критические какие-то замечания, колкие слова, и даже вот может быть рукоприкладство. То есть есть, конечно же, хорошая сторона у этой карты. То есть если мы вот энергию всю направляем в действие, которое нужное, да, а если мы эту энергию направляем в негатив, то здесь может быть очень много проблем. Для тех, кто в поиске пары, двойка,
штриховая говорит о том, что нет, вы на этой неделе, скорее всего, не встретите человека такого, которого вы вот ждете, искали. Может быть, встречи, может быть, люди, которые, с которыми у вас общие интересы, но, скорее всего, сердце не затронет, да, может быть, просто так останетесь с друзьями. Но в любом случае здесь встречи могут быть и довольно-таки хорошие. Либо люди, которые вам совсем не подходят, и у вас прям отторжение, либо люди, с которыми интересы сходятся, и тогда вот у вас могут отношения продлиться, но, скорее всего, вот на уровне интересов. Для тех, кто в паре, восьмерка пиковая говорит о том, что будет, скорее всего, очень много общения, да, не только между вами, как с партнером, между партнерами, да, но и, может быть, родственники будут, может быть, будут люди, которые там к вам в дом приходят очень много. Может быть, вы куда-то уезжаете, может быть, у вас время, когда вы, ну, допустим, отдыхаете, да, и посещаете какие-то места, где вот очень много народу. В общем, здесь любые вот мероприятия, они связаны с большим количеством людей. И знаете, вот здесь может быть, если вам нужно какой-то важный вопрос решить, нужно обращаться вот, то есть вы это можете сделать с помощью других людей. Вот так. То есть обязательно придется тогда обращаться к кому-то еще. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы, может быть, устали от избыточного общения, и вам нужно, наоборот, побыть вдвоем в семье, чтобы никого как бы больше не было, да, никого не видеть, и это будет вам на пользу тоже, так как отдых. А для тех, кто в ссоре, восьмерка червовая говорит о том, что, скорее всего, не время сейчас мириться, потому что очень много эмоций, может быть и ревность, может быть даже недосказанность, и вы еще, может быть, не готовы сердце открыть, или ваш партнер не готов с вами быть искренним, да, то есть тут тайны, недоговоренности и какие-то, знаете, мутные ситуации, поэтому лучше пока что не затевать вообще вот эти разговоры, перемирия и так далее. Подождать. Во-первых, может быть, вы сами должны успокоиться и разобраться во всем очень глубоко, да, может быть, у вашей ссоры действительно глубинные какие-то причины, и вот жизнь вас хочет чему-то научить. Либо просто ваш партнер еще не готов вас слышать. В общем, нужно ждать, когда прояснится ситуация, немного все успокоится, эмоции спадут, тогда только уже продолжать вот налаживать отношения. Для работы выпадает карта суд, старший аркан, и карта говорит обычно о том, что может быть какая-то деятельность по призванию, проект, когда вы выражаете себя полностью, хорошее время для того, чтобы показать себя, для того, чтобы рекламировать себя, для того, чтобы, может быть, подавать какие-то документы вот юридического характера. Если вы, допустим, регистрируете свое дело, вполне удачное время. Ну и вообще любые вопросы, связанные с судами, да, здесь, конечно же, будет на благо. Кроме того, у нас здесь, ну, как бы последствия такие. Если вы что-то как бы натворили, скажем так, да, на своем месте работы, то вот может на этой неделе быть результат какой-то, да, последствия. И также здесь может быть удачное время для каких-то публичных выступлений, когда вас слушают и слышат, уважают и так далее. А для тех, кто в поиске, сегодня вот как раз такая у вас возможность. Может быть, даже несколько будет вариантов вам предложено, и вот карты советуют выбрать то, что вам по сердцу, по призванию, вот где у вас душа откликается, да, то и выбирать. Ну и, конечно же, как можно больше о себе говорить, для того, чтобы вот было полное о вас представление у работодателя. Для тех, кто работает, тройка трифовая говорит о том, что у вас действительно здесь может быть, во-первых, исполнение вашей мечты какой-то, может быть здесь рост, новое назначение и так далее. Может быть, кстати, перемена в деятельности. Допустим, вы уже добились многого на одном виде деятельности, да, и теперь может быть переход.
Это может быть не обязательно совсем другая работа, это может быть в пределах одной и той же организации, но как бы меняется немного направление, более вам подходящее, там, где вы можете расти, развиваться, больше себя показать. Для тех, у кого свое дело, выпадает туз пиковый, карта говорит о том, что, скорее всего, здесь будет много неясного. Скорее всего, это время вот нужно лучше отдыху посвятить, потому что какой-то сложный переломный момент, может быть, вам нужно определиться с целями и планами, да, вот в своих делах. Может быть, нужно подумать о том, как вам лучше свое дело вести, может быть, нужно поменять направление, может быть, в общем, какие-то у вас здесь изменения, и они вот на внутреннем плане, они по судьбе происходят, и вот нужно время, чтобы это все осознать, там, просмотреть, продумать, прояснить, и вот очень хорошее время для того, чтобы отойти от работы, от дел и вот заняться как раз вот этими важными вопросами. Кроме того, карта говорит о том, что нужно, может быть, разобраться с причинами каких-то ошибок. Если вот они были, да, то нужно разобраться, проанализировать очень хорошо для того, чтобы вот впоследствии их не повторять. И также карта очень связана с домом, да, может быть, бизнес на дому перенести или, может быть, вернуться, допустим, на то место, где вы раньше занимались делом, да. В общем, здесь вот какие-то такие вопросы места тоже могут подниматься. Ну и, конечно же, вопросы безопасности. Если есть какие-то проблемы с этим, вот не откладывайте. Это очень важно. Так. И еще вопросы вложения. Допустим, вы зарабатываете, да, куда вы вкладываете деньги или на что они у вас идут, чему посвящен ваш проект, это что-то серьезное или это не имеет цели. То есть вот эти вопросы тоже все нужно поднять и продумать, обдумать. В финансах выпадает повешенный. Карта говорит о том, что все как было, так и будет. Да? То есть пока изменений нет. Если говорить о тех, кто работает за зарплату, здесь может быть действительно, кроме того, что вы имеете, может быть какая-то надбавка, может быть какой-то подарок, может быть какие-то проценты дополнительные вы можете получить, но в общем ничего не меняется, просто как единовременная какая-то, может быть, выплата. Либо вы понимаете, что вот та зарплата, которая у вас есть, вас не устраивает, и вы даже, может быть, задумаетесь о смене работы, да, вот из-за того, что вас не устраивает зарплата. Для тех, у кого свое дело, пятерка пиковая, говорит о том, что в финансах изменений нет, и вы чувствуете, что нужно обязательно что-то менять в этом плане, нужно все обдумать, нужно посоветоваться, нужно, может быть, чему-то научиться, но в любом случае нужно сместить фокус своего внимания на что-то другое, на что-то новое, ну и на расширение. Может быть, у вас и все хорошо, да, но просто нужно переходить на новый уровень, и нужно расширяться, увеличивать масштаб и так далее, и так далее. Ну и также карта связана с учителями, пятерка, либо передавать опыт, либо учиться, то есть здесь, конечно, это все важно. Совет, тройка мечей для стрельцов. Карта говорит о том, что все на этой неделе должно пропускаться через разум. Потому что будет желание поддаться чувствам, поддаться, ну, расслабиться, скажем так, да. У нас карта, вот главная карта, она у нас с мечами связана, она держит энергию. То есть, если вы будете эту энергию терять и поддаваться эмоциям и чувствам, да, то вот как бы ваша удача, она уходит. То есть все время разум, все время расчет, да, все взвешиваем за и против, какие-то правила для себя устанавливаем. То есть здесь вот только так и больше никак. Если это касается отношений, да, вот Марс, смотрите, будьте осторожны с критикой своего близкого человека, не ссориться. Лучше, вот это вот у нас карта, она же с деятельностью связана, лучше энергию пустить в работу, в деятельности, в обучение, зарабатывание денег, да, в общем, связать это все с интеллектуальной деятельностью, тогда будет удача. Вот поменьше, может быть, выяснение отношений на этой неделе, просто уходить от этого и энергию направлять совершенно в новое русло. Друзья, прекрасной недели, пусть только самое лучшее для вас сбывается. Всего вам доброго, до новых встреч.